явилась в гости. Здравствуй, друг. Ну вот и я. И, помахивая тростью, молча забралась в меня. Я не вымолвил и слова. В зеркало гляжу, а там в волосах блестит обнова, белизною по усам. Седина на грудь стекает шелковистой бородой, темный цвет под белым тает, и вчерашний молодой, смелый и красивый парень, смехом заливавший свет, седины, сраженный даром, в зеркале на склоне лет. Годы, призраки и тени помнит сердце, ум не имет. Был ли он, когда шатеном, тот, кто в зеркале живет? Был ли он к другим участлив, так как делал это я? Был ли он безумно счастлив, чувств высоких не тая? Был ли он когда-то в храме тот, что за зеркальной дверью? Знал ли он отца и маму? И я ли это? Нет, не верю. Пару дней назад в интернете, на Фейсбуке я увидел это стихотворение. Фотография, Аслан смотрит в зеркало, в свое отражение. И вот эти стихи, когда я прочитал эти стихи, я сказал, понятно, что мы давно готовились к этой встрече, я сказал, что мне кажется, вот с этих стихов можно начать сегодняшнюю встречу. И даже вот как бы видеоряд под такую грустную музыку, мне кажется, он как бы одно из другого проистекает. Буквально недавно была встреча, презентация книги Аслана «Француз» в зале Национальной библиотеки. И мне кажется, там какая-то была, может быть, я бы сказал, более такая праздничная тональность. Хотя, в принципе, наверное, еще как бы вот шлейф прежней жизни Аслана, он присутствовал в той презентации, хотя незадолго до той презентации у Аслана ушла из жизни мама. А вот я читаю его последние стихи, и как будто вот за короткое время что-то многое изменилось в этом человеке. И я слышу и вижу, как бы вроде не юнец, вроде не уже сам отец двух детей, но вот что-то в нем появились какие-то другие ноты. И такое ощущение, что в стихах стало, в словах стало как бы и больше мудрости, и больше веса в каждом слове. И стихи как-то воспринимаются, несомненно, может быть, переживания тоже способствуют тому, что человек растет, развивается, и это сказывается, и, как ни странно, или, может, наоборот, ничего странного в этом нет, происходит рост внутренний. Внутренние переживания, на самом деле, кого-то они ломают, а кого-то, наоборот, делают сильным, и он становится еще больше, сильнее. А для меня Аслан очень... не просто очень интересное явление, потому что я раньше познакомился, подружился с его братом Сергеем, потому что мы вместе работали в театре, он в балете. Потом я сталкивался, встречался с ним, когда Сергей работал директором Ильхотовского дома культуры. Аслана я узнал немножко позже. И вот это удивительное сочетание интеллигентности и внутренней силы. Я когда уже потом стал как бы вникать в биографию этого человека, я понял, почему там и сила, и мягкость, и интеллигентность, и способность видеть, слышать, чувствовать другого человека. И все это передается, вот какой-то внутренний взгляд, которым он смотрит из себя на мир, и потом как бы обратно вот этот взгляд через поступки, через действия, через слово, как бы возвращает опять в мир. А когда он был пацаном, видно, вот какая-то была, и папа был военным, до майора, да, дослужился. И он почему-то, наверное, есть закономерность, он тоже хотел пойти по следам отца, он решил поступить в Суворовское училище, не получилось.
Ну, кто поверит, что у этого сильного, крепкого человека не хватало на тот момент здоровья? Его не приняли. Он решил доказать, что он мужик, и убежал из дома, лазил по Садовским пещерам, рудникам. Вообще это с ума сойти. Представить там какие шахты, где он мог там потеряться. В общем, его нашли, вернули в семью, но он после школы опять решил поступить в военное училище, и опять в этом сильном молодом теле не хватило заряда, бодрости и здоровья, чтобы его приняли в училище. И тем не менее, вот, мне кажется, часто сила духа, она сильнее силы мышц. И вот зная, что он пытался, где-то работал, уезжал в разные концы нашей страны, потом решил, его потянуло на медицину, он, преодолевая барьеры, границы, уехал на восток, стал приобщаться к мудрости восточной медицины. И сегодня, знаю, есть и в этом зале есть люди, которым он помог, поднял на ноги. То есть этот человек, как бы он был постоянно открытым миру, и он все время в себя впитывал. Я когда узнал, я сам очень всегда много читал, но он честный был человек, я не был таким честным, потому что когда мне книга нравилась, я не мог ее купить, я просто воровал из библиотеки. А он сидел, и вот книга ему понравилась, он возвращал, чтобы он честно возвращал книгу в библиотеку, а перед этим начинал переписывать в тетради все эти тексты. Какой кошмар. Фалтава адаптация, все. Да хожен аррата бирена вдыштус, вот тербаурната. А он поддерна, конечно, спала Гаген, жон тершахи. Фалафудар каши, что она. И вот у меня появлялся образ вот этого человека очень светлого, очень сильного, очень доброго, очень отзывчивого. И вот за короткий период между первой презентацией его книги, это как бы знакомство во многом, когда я вдруг когда я читал первый раз его стихи, для меня был толчок, я стал более внимательно присматриваться к нему и более внимательно вчитываться в его стихи. И сегодня, конечно, будут звучать как бы новые стихи. Мы говорим о презентации книги стихов «Француз», но на самом деле это стихи, которые по понятным причинам они не вошли в эту книгу, просто потому что они были позже написаны. И я говорю, что вот между тем, да, хорошими стихами, вот как будто новый человек просматривается в этих его новых стихотворениях. И они сегодня будут звучать в исполнении его друзей. Ты в стихотворении никого не обманешь. Потому что в стихотворении человек намного, его внутренняя организация, она больше проявляется. И даже вот то стихотворение, с которого я начал, почему я вдруг на нем остановился, потому что в нем столько как бы нового Аслана, столько как бы человека, который внутри поднялся на какую-то другую ступеньку развития, внутреннего развития. И мне захотелось начать именно с этого стихотворения. И понятно, что Аслан, осетин, человек, который любит Родину. Я всегда говорю так, Родина та, малая, большая, там, где ты живешь. Я всегда говорил, если бы я родился в Чечне, я осетин, и меня спросили, твоя родина, я сказал бы Чечня. Я думаю, что чеченец или грузин, который родился в Осетии, если его спросят, где твоя родина, он наверняка скажет Осетия. И это правильно, это так. И понятно, что живя в Осетии, на своей маленькой родине, Аслан не мог не писать, не создавать стихи, в которых он отражал свое отношение и свою любовь к своей родине. Поэтому я больше не буду много говорить, я просто буду представлять людей, моих друзей, наших друзей, замечательных, я отвечаю за это, потому что каждая личность, каждый творец в этом смысле. И когда вот мы слушали, опять-таки я ссылаюсь на Хаджи Мурата, как моего старшего, как человек, к которому я отношусь с глубочайшим уважением, он не даст мне соврать, что вот то, как читали, то, как звучали стихи Аслана, это само по себе было удивительно. Итак, мы сегодня слушаем, мы сегодня читаем Аслана Пагиева.
И я хочу пригласить на вот эту импровизированную сцену Лану Пагаеву со стихотворением «Моя Осетия». Моя Осетия. Микрофон. Героев кузница и колыбель поэтов. Ступень последняя у Божьего порога. Земли граница и граница неба. Избранница неведомого Бога. Играют ветры в горных лабиринтах, сметая с листьями следы былых побед. Хранятся в камне имена великих, незыблем предками оставленный завет. Несутся реки буйные со склонов, ревут и пенятся, сдвигая валуны. Взлетают в небо брызги и с разгона врезаются в блестящий сердце луны. Сходили ангелы на землю по ступени, что возлежит у Божьего порога, и проводили свой досуг и время в делах земных с избранниками Бога. Осетия, мой добрый, светлый край, пронизанный насквозь великим духом, живи в веках и бурно расцветай, пусть наполняет землю слухом твой шелест леса, быстрый ветер, рожденный девственной природой, о чести, мудрости, завете и сердце твоего народа. Спасибо огромное. Я знаю, что Аслан вот особенно внимательно и придирчиво всегда слушал, как читают его стихи. И понятно, что у автора есть свое понимание, он внутри слышит, как ему кажется, как должен звучать его стих. Где-то он соглашался, где-то не соглашался, где-то улыбался, где-то сквозь зубы так говорил, что-то вроде, ну ладно, говорит, пусть будет так для начала. Но вот сейчас мы послушаем, как он читает свои стихи и попытаемся понять, и уже когда будем сами читать его стихотворение, вкладывая свое, все-таки пытаться понять, что и как хотел бы, чтобы прозвучали его стихи. Для вас читает свои собственные стихи Аслан Пагаев. Добрый вечер. Я очень рад, что вы сегодня соблаговолили, удостоили меня такой чести побыть рядом со мной. Я хочу почитать стихотворение, которое написал недавно. Называется «Но у Аланских ворот». Корни ветхого чинара охраняют древний клад. Азиатские динары глубоко в земле лежат. По Даряльскому ущелью шел когда-то караван. Земли бесконечно смелых и воинственных алан. Караван пестрил одеждой, бронзой, всевозможной снедью, золотом и шелком нежным, утварью из глины, меди. Шла дорога через скалы, и купеческий народ оставлял добра немало, откупаясь у ворот. Над свирепыми волнами сумасшедшего Ордона взгляд могучего Алана останавливал Вардоны. Выбиты в скале ворота, над рекою узкий ход. По единственной дороге персам двигаться вперед. И платил купец исправно, в арку заходя ворот, за проезд Аланом славным, за дозволенный проход. Был один из юных персов вспыльчив и неосторожен. Не послушав голос сердца, вынул меч кривой из ножен. Он кричал и клялся солнцем с гордо выпеченной грудью, что пройдет по трупам горцев, но налог платить не будет. Эхо крика не успело смолкнуть под ногами неба, головы лишилось тела, и кричавший канул в небыль. Опытный в делах дорожных, видевший в бою Алан, старый перс засунул в ножны меч, что спас их караван. Золотом осыпав щедро жизнь, что превратилась в дым, схоронили персы тело под чинаром молодым. Не узнать все тайны мира, тайны рек, пещер и гротов. Над зеленым Алагиром в скалах выбиты ворота. Здесь ходили караваны много сотен лет назад. Где-то у ворот Аланов захоронен старый клад.
Не знаю, насколько это достоверно исторически, но я был маленьким парнем, совсем малышом. Моя мама была экскурсоводом, она возила туристов, мы возили в горы, в Мизур, в Цей. И везде я слышал эту историю, то есть весь мир. Эти ворота до сих пор живы, кстати, по дороге в Мизур, с левой стороны, правда. Вот это настоящие аланские ворота. И ни по каким Мамисонским перевалам другим, ни по каким они вот Дарьяльским ущельям не ходили никогда. Ни персы, никакие караваны. Единственные аланские ворота, настоящий исторический памятник. Находится он чуть выше Алабира. Прямо напротив Музальской церкви 4 века нашей эры. Такого не скажу. Ни христианского, ни мусульманского. Я прочитаю вам стихотворение на краю. Раз у нас вот этот блок, у нас блок осетинский, да, осетинской поэзии. Пусть ни одна звезда обжечь не сможет аланым солнцем даренную кожу. Стихотворение называется «На краю». Запутались, как дети заплутали в обычаях, традициях, уставе, испуганными мальчиками встали перед обрывом, позабыв о славе, о мужестве, достоинстве и чести, народ мой. Не на этом месте тебе стоять, как нежному юнцу, к такому ли готовились к концу. Как смеешь ты, народ, любимый Богом, своих земли ресницы опускать? Взгляни на мир, узри, совсем немногим Бог даровал величие и стать, Европу покорившая и север. Стоите возле бездны, как рабы беспомощные, и народом целым слезами омываете гробы. Когда и кто посмел засомневаться в девизе «Не сломает нас беда», мужчинами становятся в 15 и остаются ими навсегда. Святых аланов окружающее зло в глубокой пропасти бездонной подвело. Упасть или взлететь нам суждено. О Господи, возьми нас под крыло. Спасибо. Это читал Аслан Пагиев. Легко вам рассуждать о тех, кто был в плену, в концлагерях, кем позабыто слово «смех», о стариках и матерях. Вы знаете ли, кто они, каков был их последний час? Лишенные щедрот земли, я расскажу сейчас о нас. Кормили нас не хлебом, болью, нас били, резали и жгли. Нам посыпали раны солью, и раскаленные угли шипели между сухожилий, вгрызаясь в кости наших ног. Немногие из нас дожили. Кто был расстрелян, кто продрог и бился рыбой в лихорадке, в тисках палящего зноба, он брошен в яму свежих партий людей, без имени и гроба. Зимой босые, без одежды, в телах иссохших шли на смены. Здесь молча таяла надежда, и умирала наша вера. Истерзаны немецкой плетью десятки тысяч стариков, солдаты, женщины и дети, бездонный ров, последний кров. Ты не был там и не поймешь. Пощады нет, как не реви, когда ты по крови идешь и просыпаешься в крови. Там забывается любовь и дом, и верная жена. Там кровь и смерть, лишь смерть и кровь, и безысходности стена. Открытый граду и ветрам скелетами набить барак, и дрожь от вида по утрам откормленных людьми собак. Ты не поймешь, ты не был там. Упал пустой желудок, приклад по слипшимся устам, твой возвратит рассудок. Здесь ты никто, и звать никак. Собаки, камни, плети, работа, жажда, боль, барак, измученные дети. Не будь таким, прошу тебя, не превращайся в зверя, живи людей других любя.
и насаждая веру. Я дам тебе любви семян. Ты посади их так, чтоб рос прекрасен и румян. Любви прекрасный злак. У нас был такой момент, мы вышли на набережную Терека, и на набережной Терека стоит огромный валун, огромный камень. Вот действительно очень, он действительно огромен, и вот на нем выбитые вот как бы выщербленные ступени такие. Можно спокойно на него залезть, можно там наверху посидеть. Сделано так, как будто специально. Вот и дети могут сесть, и взрослые могут сесть. Огромнейший камень прямо вот на берегу Терека. Я шел домой через небольшой парк, который есть на Китайском возле моего дома. Проходя по парку, этот камень не выходил у меня из разума. Я представил историю, которая вполне могла произойти. Вот эта история, и Злата Фидарова до Саранбом Злата решила сделать из этого стихотворения клип. Стихотворение называется «Девушка на камне», и я предлагаю вашему вниманию то, что было создано. Сознанием запечатленный холст. Владикавказ взирает на луну, бурлящий терек под китайский мост несет свою могучую волну. Чуть ниже, по течению реки, на берегу валун лежит огромный, творение невидимой руки, семиравнинный отпрыск горный. Природой чудно выбиты ступени, воссоздают в уме карандаши, два сердца на вершине камня пели, смеялись две влюбленные души. Сияли звезды, и ярился терек. Он призывал в свидетели луну. Увлек мужчина девушку на берег, и здесь она доверилась ему. Война не пощадила их и многих. Теряя дух, не жалуя костей, на невеселых фронтовых дорогах он ждал письма и радостных вестей. И вот оно, Владикавказ не сдался, погнали немцы осетины прочь, ребенок и старик за город дрался, и знаешь, я тебе родила дочь. Без дома мы, снарядом разбомбило, но мы за город выиграли бой. Когда ты возвратишься, мой любимый, у камня мы увидимся с тобой. Счастливый день, мужчина улыбнулся, израненный рукой уперся в кочку и, прошептав «Прости, что не вернулся», гранату бросил за тебя и дочку. Старушка, положив цветок на камень, рукою гладит странные ступени. Тревожит сердце раненая память, сидят, обнявшись на вершине тени. Владикавказ под лунною звездою несется терек под мостом китайским. Седая женщина, промокшая слезою, стоит и ждет обещанного счастья. Прежде чем выйдет второй клип на экран, я бы хотел рассказать, как 9 мая в этом году, 9 мая, я увидел фотографию Златы Фидаровой. На ней сидит женщина в инвалидной коляске, вся в орденах. Мне было
меня очень сильно задело. Я решил написать про эту женщину. Ввиду того, что мы ее никак не могли найти какое-то время, ясно получилось, что я сначала написал стихотворение, а мы создали клип, и только после этого мы нашли женщину. Наоборот, нашли, потом сделали клип. Да, клип сделали после, а написано было до того. То есть там как бы исторически небольшие неувязки, да, были. То есть она служила и воевала не там, где она писала, но факт остается фактом. Теперь мы решили эту женщину показать всем. Человек сидит в инвалидной коляске, та война у нее закончилась. Но она сегодня воюет, она не видит, она ослепшая. За ней смотрят две девушки, дай Бог им здоровья. Соответственно, хорошие женщины добро смотрят, вплоть до того, что за ее собачкой даже смотрят. Это героиня, которая практически не выходит из дома. Ее одевают, вывозят на 1 мая, на 9 мая. Фетая Негер. Как-то вот мы решили показать эту женщину всем, потому что она стоит не просто того, чтобы показать, а чтобы каждый из нас приехал к ней и сделал что-то доброе. Она такой человек. Это последний из магикан, да, вот, единицы же. Хорошо. В окошко женщина в наградах. За окном шары и детвора. Не спала, готовилась к параду. День, когда закончилась война. Сквозь стекло вдруг полыхнуло пламя, потолок и стены в пыль и прах. Над Рейхстагом гордо реет знамя. Слезы радости на выцветших глазах. Те, что потеряли кровь и семьи, радостью светились и печалью. Защитили от фашизма землю, а куда вернуться им не знали. Среди них она, совсем девчонка, так же, как и все, не верит счастью. Слезы по медалям лились звонко, принимая в радости участие. 5 минут назад на поле брани, перемазанная кровью и землей, бинтовала санитарка раны, моя лица раненых слезой. 5 минут назад, а будто вечность, миг один похожим был на год. Хрупкие несли к Берлину плечи многих, кто окончил здесь поход. При параде женщина в коляске нежно гладят слезы ордена. Кровью завоеванная сказка алым кумачом обогрена. Подвиг. Его боялся вражий флот, лицом к лицу не встретит. Искусно окружен, и вот противник ждет ответа. Прошедший сотни тысяч миль, скрипя бортом, ложится в крен, и торпедированный киль сдавался океану в плен. Несла со стоном рында весть, что легендарный бит Титан команде отдавать честь скользнул в пучину капитан. Во тьму распахнутых ворот тянуло кубрики и стяг, и, угодив в водоворот, с поклоном шел на дно моряк. Ушли в туманы времена, баталий позабытых, играет легкая волна над памятью убитых. Покойтесь с миром, моряки, запечатлен последний час, и силой сердца и руки пишу о вас и помню вас. Мы как бы говорим, вот эта тема о родине, вот эта тема о подвиге, о войне, хотя, как мне кажется, на самом деле все это абсолютно у каждого человека в душе не разделяет. Мы можем выделять, говоря, вот это стихи о родине.
может быть стихи о любви отдельно о Родине, стихи отдельно о подвиге во имя Родины, потому что убежден, что в любом человеке, в нормальном человеке, это абсолютно что-то, нечто одно единое. И, конечно, человека заставляет совершать и подвиги. Хотя, мне кажется, когда он защищает свой дом, свою землю, своих близких, наверное, он меньше всего думает о подвиге. Потому что, мне кажется, это настолько, и мы еще застали это время, что настолько это было естественным. Это был как позыв крови, это был как инстинкт. Это сегодня мы говорим о необходимости патриотического воспитания, что нужно кого-то чему-то учить, хотя, в принципе, это совсем недавно при нашей жизни было абсолютно функцией, неотъемлемой функцией психики, организма, состояния души. Так получилось, что у нас со Славом сложилась какая-то очень теплая, добрая и умная, не знаю, очень близкая мне компания. Ребята, которые замечательно читают стихи Аслана. И Аслан, несомненно, великолепно читает стихи, но мы все равно стараемся читать лучше, чем он. Лика, Расума, Басама. Лика Купеева. Да, после войны наступает мир, а вместе с миром приходит, конечно же, к нам любовь. Влюбленный лист. Асланбек Пагиев. Солнце радостью лучистой наполняло мир. Нежно зеленели листья, набирая сил. Засиял под солнцем лист на высокой ветке, безупречно духом чист. Полюбив соседку, днями ей шуршал на ушко, бойко шелестел о любви своей подружки, каждой жилкой пел. Осень заменила лето, дождь сменяет зной, шепчет милой о рассветах листик пожилой. Желтый лист шептал подруге о любви своей, предлагал свои услуги, улыбался ей. Ветер оторвал от ветки, в танце закружив, первый раз держал соседку, рядом жизнь прожив. Опустив ее на иней, рядышком прилег и застыл погодой зимней у любимых ног. Еще одно лирическое стихотворение о любви «Слезой по окнам». Вчерашний день слезой стучится в окна, рыдает сердце, не вернуть тебя. Разрушены дорожные полотна, те, по которым шла я, не любя. Ты не решился, волею отдата, когда любовь твоя была чиста, честь охраняя названного брата, убив любовь, назвал меня сестра. И вот теперь слезой твоей по окнам стучится дождь тоски твоей и грусти, а по моей обида щекам мокрым, и память болью держит, не отпустит. И еще позвольте. С тобой пойду на край земли. На чудо уповала я. Календари меняли числа. Я ненавидела любя, не видя в жизни этой смысла. И я ждала слезой, стекавшей по щеке обидой. Я выла вслед любви слепой, а ты был рядом и не видел. И честь, и сердце, и судьба лежали вмиг в твоих руках. Не достучалась я тогда до сердца на 7 замках. Тебе полвека, и теперь, наученный судьбою злой, войдя в незапертую дверь, ты говоришь:
идем со мной. Я улыбнусь тебе в ответ и, вспоминая злые дни, уткнувшись в грудь, отвечу: нет, ты только крепче обними, я выброшу обиды прочь, ты только крепче обними. На светлый день, меняя ночь, пойду с тобой на край земли. Спасибо большое. Спасибо, Асланбек. Такие чудесные стихи. Спасибо. Спасибо огромное, Алика. Я думаю, что каждый, понятно, выбирал стихи, которые он считал наиболее близкие ему. И я очень понимаю Рената Гучмазова, который только недавно женился, почему он выбрал именно это стихотворение. «Она стелила мне постель». Спасибо, Эдуард. Я, конечно, так красноречиво и так долго не буду, но я тоже хочу сказать два слова Аслану. Хочу сказать просто, что не перестаю восхищаться его талантом, его многогранностью и тем, что он каждый день делает что-то новое, удивляет каждый день. Захожу в интернет и опять что-то новое и очень интересное. Дасара Бомбира, честно говоря, очень тяжело его стихи было читать не в первый раз. И когда на его презентации я читал произведение, мне этот стих очень долго не мог я отойти от него. Неделю минимум. Хотел, не хотел, но это стих был о потерянном отце, и долго я его не мог от себя хотя бы как-то увести, все время внутри читал и расстраивался. И поэтому сейчас, хоть и он мне предложил эту тематику, но бы я и сам выбрал сейчас уже любовь, потому что все время в таком состоянии находиться тяжело. Она стелила мне постель. Она являлась по ночам, легко паря над полом, услада раненым очам, бальзам сердечной боли. Она стелила мне постель, дарила жизни ласку, и красок нежных акварель мне рисовала сказку. Струилась дождиком весна и оживляла тело, свобода радугу несла и облаками пела. Она была не божеством, но ангел был ей другом, беззвучным, утром миражом, а ночью мне супругой. Воруя на заре покой, последним поцелуем касалась нежной губой. И звонким «Аллилуйя!» меня счастливая заря будила и встречала, но ночь идет, любовь даря, и мы начнем сначала. Не хватит отдавать микрофон. Все? Это другое. Это потом. Алсона Шпат 2. Я не понимаю, почему так написано, теперь блок, который состоит из одного стихотворения, и блок обозначен религиозный. Я не понимаю, на самом деле, я думаю, что в естестве любого нормального человека верить. Потому что я убежден, когда мы говорим, есть в любой религии понятие Бога — это любовь, прежде всего. Больше ничего. И поэтому о любви, о нашем отношении к чему-то, может быть, более важному, более сильному, более сущностному. Георгий Гапузов, пожалуйста. Сопливым днем по слякотной дороге убийца шел, оплеванный людьми. Тяжелой цепью скованные ноги от предначертанной не спрятаться судьбы. Его шатало, крест впивался в плечи, струилась кровь из рассеченных ран. Людьми жестоко бит и покалечен, надежда тлела, это все обман. Он твердо знал, что скоро он очнется. Кошмар исчезнет, прекратится стон,
обнимет солнце, миру улыбнется и навсегда забудет страшный сон. Из губ разбитых плакала молитва, взлезали камни пальцы босых ног. И на кресте в его последней пытке явился взор раненого Бог. И он спросил: «Ты веришь в царство Бога?» Кивнул убийца, веря сердцем: «Да». Так потерпи совсем еще немного. Ты, как и я, в нем будешь навсегда. И он проснулся, и кошмар растаял. Соленой крови на губах исчезли вкусы, и у ворот обещанного рая счастливый пал в объятия Иисуса. Я вот тоже хочу, может, если позволите, добавлю пару слов тоже вот от себя. Вот мы недавно, буквально вот, я как бы лицом к лицу встретился вот со Славом. Это вот мы выступали перед детьми в Урздоне, и мне подарена была книга. Я очень люблю тоже поэзию, увлекаюсь поэзией. У меня с собой часто бывает в карманах вот со школы еще какой-нибудь томик поэзии, стихов. Обычно всегда бывает. Или в кармане, или в кульке, или в сумке. Где-то он всегда бывает. И вот я что хочу сказать, что это такая вот книга, это такая поэзия, которую вот всегда хочется как бы... нет такого, что вот это мне нравится, вот это не нравится, такого вот как бы нет. Мне нравится практически все в этом стихотворении и в его стихах. И еще я хочу тоже вот, Эдуард тоже говорил, что вот воровали из библиотеки книги и ты тоже? Нет, я не воровал, у меня был такой момент, нет, я возвращал все как полагалось. У меня был момент, мне тоже недавно дали сборник стихов Сергея Острового. Я долго его искал, в интернете его нету. Вот. Очень хорошая поэзия, это очень такая... Я могу сравнить, кстати, поэзию Сергея Острового вот с поэзией Асланбека. И хотел бы вот еще одно четверостишье, там небольшое стихотворение посвятить вот Асланбеку. В жизни по-разному можно жить. В горе можно и в радости. Вовремя есть и вовремя пить. Вовремя делать гадости. А можно и так. На рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожженной солнце достать и подарить его людям. Вот это, я думаю... Спасибо. Презентация книги Аслана была в Национальной научной библиотеке. Она была в Дигаре, в Доме культуры. При этом эту презентацию подготовили, инициаторами ее были сами работники библиотеки города Дигара. Я, к сожалению, тогда не смог поехать. Когда мы растем, да? Но я могу судить по тому, как воспринимает поэзию этого молодого поэта Аслана. Где-то недели 3 назад был у меня концерт в детском санатории Томиск, и я пригласил Аслана, и Аслан читал свои стихи для детей. Мне кажется, что вот наиболее такая тонкая, придирчивая, не знаю, строгая, наверное, аудитория, наверное, это дети. Если дети приняли тебя, значит, что-то в тебе они разглядели и уже оценили. И если вот был момент, когда Аслан вышел и начал читать стихи, сначала был, как всегда бывает, дети, шум там, и вдруг я слышу, стою за кулисами, и потихоньку тише, Аслан прочитал 3 стихотворения, и практически с середины первого стихотворения и уже до конца чтения их была в зале абсолютная тишина, и я понял, что Аслан, ты хороший поэт, однако. И анамак махират таштамира, что нам идет, мамагашка адемагия, мадолон жагл куна зуре, мадолон жагл амзадгате куна фшалдой,
бентор рашдал, вацелен абон тынгарах фазуром на невжачтхай, найвадатхай, маратин фанда самый ировжак дармамала, найвад дармамала. Анамак абон قجاجن يرون جاجو بيرة نفرشنس فلدر وانا نقفلتر شيء فرشاب زادته فلدر خاصة فرشنس ورشاك بجاجو فلا عديمك في عبونك في قشجة بتشيدر ما إيش زاخ مرجون لبوتر عبون يا بعدهم جاجو شيء فرش أمزبجته أما أرتك سالدر أمزبجي أصلا ماخ شماخن رابدي سشتم رينات راسو كتن تريشي بري Больше не генерашт. Hasem zavga herman kasratta. Wum alle nachashte versteder ma kuchar verschiedene nachadek. Heute khaymaman tenga vaxshu hasem zavga arfa khoinem. Naqauman yamada china warje. China nemaye fede kut jade. Iron agdawi purtiaw chiqaje. Yawade kaman ish ambakhsh gade. Nawarje nishfali toy amashayag. China nemaye khishtere jarun. Kashtaril yajarda. Kaman nakhshaye. Zagalzach. Zammar. Khin amafadjond. Chiwarje sar. Yuma uma arfa. Kaman ish khishter. Shabi mashkhag. Yuman khulyak ach van staller kafet. Barkade zagwat. Khazar ama ag. Balarva yeravdavat jette bakast. Shirshirei jaret. Balash tishaftar. Barkatchen Amund, Acham Sharet, Lavar Kanet, Parachat Sar Neftan. Бужник, больше всего меня здесь радует, что здесь есть дата 2016 год. Это значит, мы идем в ногу со временем, это поэт, который идет в ногу со временем, и который то, что именно те проблемы, то, чего нам сейчас не хватает, он это все показывает в своих произведениях. Это очень важно, это очень ценно. Спасибо еще раз, Аслан, тебе. Эдуард. Я вот тут дарю рваку жахтеш, вот три шевертен, два шпат. А это новая сцена выходит автора Пахата Аслана. Да что вам бюро? В нашем зале сегодня сидят не только эстины. Я приветствую своих чеченских братьев. Адани, салам алейкум тебе. Ну, читая на астинском языке, в первый раз в жизни вы, наверное, услышите настоящий астинский язык, потому что в городе Владикавказе как бы не часто его можно слышать. Здесь разные национальности живут, приходится общаться на одном общем каком-то. Иронов жак. Аж уаржен щепат авжакта. Фалазы юма тынк тырнын. Авшады жырдай кунта ирон авжаган я корнын. Я фалман шыфтырты шыршыр. Я волдафы уланты ахашт. Я хахты цуппытай кашын набавшы цыннасышты акашт. Аж феттон Аллах же адам. Андаржа хатылдар фадан. Фала ирон авжаджи адан. Ферох Макаруил надан. Мафынтыю махашта қаума, нахақты бімма, маша цупма, бідірті валдафма, цахнаума, ажжыды шары, татар тупма. Мафыдалту важдан авжак, най райдайындын, най карон, мажарда даравдыды, зак. Намайын щепат, вжарын дау. Иш ахан амзорганов, что мана юбон. Фандага гунахина. На поет тачина лишь гашнанчу на хиштарта фандаг бавдишин, а дымагане фандаг чи бавдиш, ахане фаршнук, но адехадекса фандажа ронк бав, только монадишсани фандаг. Савар фандаг вдишсани, савол шахак, не савол шахала. Ма злапнан чират, ахам тамана ниш гаши. Хиштарта. Жахы сарджитан жарды чиваршта,
Удоны фарштая и удобно фарштая езак машар, жах мамын мажанарх шашгарин кошта, кам агургау, арвы кашар. Занаты шатык, талаты башты, рак каркан нигер сарды амбахшты, адым рыдыт, дудей хашты, кадмауын заниш, оларфты, сашты. Равдиш маншека, куван бынатты, хурхнал арвадиш, дих наканынс, равахнын котта живак наратты, чижи кудыты, жарды харынс. Рафыш шараби, нахахты култыл, доны улантыл зуаппай рай, камфаны кенынс, найта махурты. Аллы сарыган раттын, яхай. Мартты баштая нақышы вайзов, алчия вайзов, ема фахашты. Бафазах шнафи, райшо макахсов, макуштам дарын, дымын агашты. Юмама миш, юма скажи. Найма бауру магнали. Я има кухтам ке баха от млисол. Алан ты жакина. Айдерн фштон раджива манма. Нахилих канам нахадагма. Абонам чибат удона юлдарым барын сысылы тектен сынын қавын су юлдарым барын. Фаля чидарым бақшты кәне химидер чидар фашкым бам бақшы чидар тамарасым дыр тошки кәне ам нажал гайм махан нердав шаф красава юбон феқы что он жив тем жончен нахаши манан яхшан чибат ахамлаги нахаш феқы что как только мы потеряем тахадык майжах как только в нас исчезнет замечание декрестовой, порицание, как только исчезнет порицание среди нас, все, мы пропали. Все, на этом все. Поэтому аланты жак. Аланты жах зордаты каждык. Нахашта иван скомай комма адам. Надин ахдау. Намадал ты сашик, на курнун хох ама волдав авшады. Дым гейл анахашты кодай рага не бахут. Да гуры жара гулын тахашшынс, фалман жах синкена ирона кахыл. Ол арвай жытты алантым, кашынс. Аланты жах хуе загзардуатай, авшимартан наузан шехшан кау. Гордыштам не под юфыт амамадой, авжагдар ю. Нафыдалты ахдау. Тахчындар най жахылнар тон кагей. Най ашыттын алантых дау тыхай, алантых дау. На ашыттыр, най ашыттын авжагей. Ахдау мадин, анда хожадин най. Баурун. Харжбом, Машаби Тураштак, Мапурти, Амасав Варак, Мараш Гауд, Амаштак, Машта, Хур Сидей, Синайзак, Харжбом, Марагон, Батта, Мазонах, Сарбан Хурши, Маважон Клашон, Амгарта, Ама Урочта, Фаршин. Харжбон, Лапуладжа, Ашта, Мажардей, Вожжау Радет, Мажарун Шахакта, Харшта, Харжбон, Мамат, Амамафет, Агаш Мамсу, Маладжабон, Аргон Лауда Свурлак, Коды, Каттых, Алкыфт, Маром, Маботата, Напад, Жамак, Анкалма Каш, Жарон Демей, Даондар, Ракцана Махаш, Манан Давой, Фализан Ней, Фасаунда, Анкалма Каш. Небольшая пауза у меня была. Вот. Я в детстве тоже, вот как и Асланбек, наверное, вот в детстве ходил в цирк, и я
мне всегда нравились. Почему-то всегда мне тянуло к клоунам. Мне нравились клоуны всегда в детстве. Ну, конечно, и акробаты, и все это, достойно восхищения. Но как-то вот я ходил в цирк и только в основном из-за клоуна. И вот, наверное, это как-то и решило мою будущую судьбу. Стихотворение называется «Клоун». Арена цирка, свет софитов ярких, прожектора, как тысячи огней. Давай-ка выднись, сынок, здесь слишком жарко, внизу прохладней будет и видней. Мы сели прямо возле ограждений, под папин свист и шум пришедших масс, на череду чудесных наваждений, моргая, но не отрывая глаз, смотрел. И в глубине души ребенка цвели букеты счастья и добра. Играла музыка, бренча легко и звонко на тоненьких волокнах серебра. Мне захотелось стать эквилибристом, лететь под куполом, как птица над лесами. Хотелось акробатом стать плечистым, факиром, чтобы сыпать чудесами. Наездником хотелось стать, жонглером и дрессировщиком, и фокусником тоже. И вдруг передо мной печальный клоун возник. И холодок по коже мне подсказал, что клоун самый лучший. Смотрел недолго он в мои глаза, по гриму на лице текла слеза, а из груди струился, что клоун лучше всех. Смотрел он, недолго он в мои глаза, по гриму на лице текла слеза, а из груди струился громкий смех. Минуло время, глянули фанфары, объявлен номер, занавес открыт, выходит на арену клоун старый. Печальной маской лик его укрыт. Тот клоун — это я. За пеленою исчезнувших, как и миг, десятков лет живет и дышит на арене цирка мною. Однажды папой купленный билет. И вдруг у ограждения напротив увидел я мальца с горящим взглядом. Из памяти глубин водовороты мне вынесли момент, где с папой рядом сидели мы на том же самом месте, когда я встретил клоуна глаза, и заструилась из груди с улыбкой песня, а по щеке ползла предательским слеза. Вот, не знаю, очень красивое стихотворение. Я бы, конечно, не так хорошо прочитал, но мне оно очень тоже нравится. И я хочу сказать о Грише, что он на самом деле и замечательный человек, и прекрасный клоун. У нас вот здесь Фатима Пакиева сидит, она наш друг, она наш организатор. Огромное количество благотворительных концертов, в которых принимает участие Гриша. И он, может быть, сейчас не как неловко, как ему кажется, прочитал стихи, но его умение общаться с детьми, дарить им радость, это потрясающее. Это потрясающее, что-то потрясающее, настоящее. Гриш, спасибо тебе. А я приглашаю на эту сцену Викушу Финалдееву. Мальчик покупает котенка, Асамбек Пакиев. Котятами на рынке торговал веселый дядька, шумный балагур. Ко всем он без разбора приставал, средь хлама разного, полотен и микстур. «Котят купите, люди!» — он кричал. «Купите, девушка, купи котят, старик!» И только он немножко заскучал, мальчишка грустный перед ним возник. «Скажите, дядя, сколько стоит котик, тот, у которого большой животик?» «Отдам рублей за 100 тебе, малыш, коль ты покупкой жаждою горишь. А с темной полоской на спине он нравится не меньше, дядя, мне».
С полоской отдам за 90, хоть снизить цену мне совсем непросто. А с белым ушком, дядя, сколько стоит, который под собой корзинку роет? Ну, с белым ушком будет подороже, тут скидку сделать дяденька не сможет. Шутя смеется дядя над ребенком, не отвечая на вопросы его толком. У малыша всего 50 рублей, котята все дороже, хоть убей. Подначивал ребенка дядя. Вдруг картинка выскочила у него из рук. Котята маленькие бросились бежать. Один остался на земле лежать. Поднял его мужчина, лапка бита. Такой не нужен мне, бери, бездельник. К чему калека мне, зачем кормить их? Везет тебе, малыш, бери без денег. В глаза мальчишка гордо смотрит дядя. Бесплатно, дядя, мне кота не надо. Не меньше любит маму он и папу, из-за того, что малость ранил лапу. И стоит он не меньше, чем другие. Для мамы, дядя, все котята дорогие. Сейчас я папу приведу к вам, дядя, и он вам за котеночка заплатит. Я здесь, малыш, и от тебя не скрою. Стою давно я за твоей спиною. 200 вот, отдай их продавцу. Малыш отдал, в слезах прильнув к отцу. Уткнувшись в папину штанину, мальчик плакал. Ведь я такой же, как другие, правда, папа? Не плачь, сынок, а улыбнись пошире. Для нас ты с мамой самый лучший в мире. И повернулись, и пошли. А дядя, не зная, как вину свою загладить, всю ночь провел в слезах, прося у Бога вернуть мальцу отобранную ногу. Спасибо огромное. Спасибо. Ты во мне течешь живой водой. С той поры, как знаю я себя, я всегда считал тебя родной, нежился в тебе, тебя любя. Ты учила становиться чище, наполняя лаской и теплом. И не раз в моем ночном затишье струны сердца резало стеклом. Не считал количество сюрпризов, тысячи из них я позабыл. Плакал я по твоему капризу, радовался, верил и любил. Ты за горизонт меня носила, научила разным языкам, памяти веков дарила силу, позволяя жить во мне векам. Жизнь бежит, уходят те, кто дорог. Над листом морщинится рука, проводница памяти истории. Юноши, мужчины, старика. Все короче и грустней мой стих, и все чаще мы с тобой вдвоем вспоминаем гениев твоих. Музыка, спасение мое. Асланбек Памир. И я приглашаю его. Раштаг Макашиш. Раштаг Макаш. Сцена Марасу. Я по дороге сюда начал писать стихотворения, я не представлял, какие люди здесь соберутся, ну то есть те, которых приглашал лично Данов. И по дороге начал писать, и вот получилось так, что как-то вот само легло сейчас. Вот. Я хочу прочитать вам стихотворение, что значит «искорка одна». В жизни у нас бывает вот вроде бы, вот этот шаг вроде бы он ничего не значит, но сделав его, получается, что маленький шажок превращается в огромный путь или на этом все заканчивается. Что значит искорка одна? Я замерзал, лежал в снегу недвижно, в горах, спускаясь по крутому склону, вошел в сугроб, ломая ноги. Лыжи. Никто моих не слышал слабых стонов. Отчаялся, смирился с неизбежным, но маячок надежды вдруг забрезжил. Светило, поднимаясь над горой,
в меня метнуло лучик. Золотой, всего лишь лучик. Но такую силу придал посланец солнца рыжий, что я пополз за рыжим командиром, пополз, и, слава Богу, выжил. Я иссыхал, влочился по пустыне, кляня в сердцах пустынную погоду. Засохла кровь, забилось горло пылью, мираж сулил оазисы и воды. Упал и изнемог пустыни раб, когда из трескавшихся губ коснулась влага. Звалил на плечи брат меня, араб. И я ребенком на плече его заплакал, спасенный солнцем маленьким лучом, блеснувшим с неба золотым алтыном. Бархан сыпучий заменен плечом воинственного сына Аладдина. Всего лишь лучик и глоток воды меня спасали в шаге от беды. Как выразить словами или криком то малое, что кроется в великом? И я хочу прочитать. Заходи, Ричард, рад тебя видеть. Ричард Шилохов. Стихотворение «Звезда», полвека, 50. Часы идут. Блуждая по запутанным дорогам, пересекаются и снова вдаль ведут пути и тропы, созданные Богом. Давно то было. Падала звезда. Я видел траекторию полета, звезда упала, мама. Я сказал, пойду ее искать за горизонтом. Пусть звездами усыпят небеса твои дороги, сын. Счастливый путь. Увидев разные на свете чудеса, тропинку маленькую к дому не забудь. Нашедший первую звезду, я шел домой. Навстречу друг печали не тая, звезду, что взял ты в руки, мой покой. И я отдал ее. Бери-ка ли твоя. Звезду вторую я отдал соседу, и он вернул в семью былой уют. Из дома звонкий смех его, конфеты его детишки радостно жуют. А третью подарил я незнакомым, поняв, что их судьба в моих руках. Четвертую поэзией влекомым, пускай запомнят гениев в веках. Я сотни звезд раздал за это время, а вот свою никак не нахожу. Просветами давно сверкает темя, уже все чаще не хожу, лежу. Не боль меня сгибает, и не время. Слепые очи режет, и в слезу я горблюсь, напрягая свое зрение, ищу мою упавшую звезду. Все получилось, как сказала мама. Усыпан звездами небесными мой путь, и я порадую звезду ее, той самой, которую найду когда-нибудь. Спасибо. Симка, ну. Вот пока мы тут читали стихи, Аслан подготовил нам сюрприз. При этом, когда он дописал последнюю строчку, он посмотрел на, в общем, на телефон и обозначил время, когда поставил точку. 18 часов 28 минут. И я вот прочитал, но я боюсь, что у меня отвратительный почерк. Да? Но у тебя хороший почерк, но я все равно не смогу прочитать. Дорогие Бакаш. Благодарю, Ждарна Бакаш. Это нахван был так, я не смогу. Не, пускай сам. Вовозмай. Литературная гостиная. Мой вечер. 2-й этаж. Я местом околдован. Не знаю, кто придет ко мне навстречу. Признаюсь, не на шутку разволнован. Все началось, стихи плывут по залу. Летя
из уст детишек и артистов, своей добротою прикасаясь к сидящим в этом зале душам чистым. В волшебном месте ожили страницы. Сегодня Пусть сам. Свои под короткие. огромным книжным кровом эмоции спускаются на лица, рукой моей написанное слово. Мой слушатель, спасибо, мне кажется, я должен прочитать, а не ты. Мой слушатель, спасибо за терпение. Любовь поэтического слова прошу в своем простом стихотворении добро и света для тебя у Бога. Добра и света, счастья и удачи, тепла и бесконечного здоровья. Пусть ваши добрые сердца, друзья, не плачут. И наполняясь наполняясь бесконечной любовью. Я самое главное прочитал. Ну, смысл уже понятен, но мне на камеру надо прочитать. Пишу я как бы сразу беловик, у меня черновиков не бывает, поэтому я сразу пишу как бы. 2 ему ставь. Зачем? Ну 3 с минусом. Журналист? Есть. Ну, названия пока еще нету, потому что литературная гостиная. Да. Но мне надо на камеру. Литературная гостиная. Мой вечер. 2-й этаж. Я местом околдован. Не знаю, кто придет ко мне навстречу, признаюсь, не на шутку разволнован. Все началось. Стихи плывут по залу, летят из уст детишек и артистов, своей красотою прикасаясь к сидящим в этом зале душам чистым. В волшебном месте ожили страницы. Сегодня под огромным книжным кровом эмоцией спускается на лица рукой моей написанное слово. Мой слушатель, спасибо за терпение. Я силой поэтического слога прошу в своем простом стихотворении добра и света для тебя, у Бога. Добра и света, счастья и удачи, тепла и бесконечного здоровья. Пусть ваши добрые сердца, друзья, не плачут, наполнившись бескрайней любовью. После тебя легко читать будет. Дорогие друзья, вот на этом, на самом деле, только свежевыпеченном стихотворении мы хотим как бы закрыть сегодняшнюю страницу наших встреч, потому что я не говорю, что встреча закончена. Просто будут новые встречи, будут новые стихи. И я убежден, что, не знаю, вот я очень люблю эту гостиную, я очень люблю людей, которые работают, я даже не хочу это слово говорить, потому что то, что они делают, это огромное, великое дело. Белочка, я хочу сказать вам огромное спасибо. Я надеюсь, вы вас не разочаровали, и для вас тоже этот человек стал открытием. Он на самом деле замечательный человек, талантливый человек, добрый человек, настоящий человек. И, ребята, огромное вам всем спасибо. Можете не расходиться, пообщаться. Может быть, обсуждение увиденного, услышанного. Пожалуйста, Таня, выходите. Я знаю, что вы тоже, в общем, как в каком-то смысле стихотворное произведение вашего врача. Да. Пожалуйста, выходите. Я хочу рассказать об Аслане как о целителе и врачевателе.
Где-то полгода назад я очень неудачно упала прямо на локоть. И И рентген показал, что у меня трещина была в локте. В общем, дело было очень плохо. Я не могла делать даже элементарные вещи, там, помыть посуду, подмести. В общем, как инвалид была. Ходила в травмпункт, меня отправили в поликлинику, потом в больницу, потом опять в травмпункт. В общем, думала, я уже надо делать рабочей рукой, наверное, левую руку. И вот муж познакомил меня и привез к Аслану. Ну и буквально, знаете, произошло чудо. Он сделал мне что-то типа массажа, помазал руку бальзамом, и боль как рукой сняло. Через неделю моя рука была просто как новенькая. И я это говорю вам абсолютно искренне. Хотите верьте, хотите не верьте, но это было именно так. И хочу поблагодарить Аслана за буквально спасенную правую руку. Еще покажи, как тебе доверяешь. Да, вот так. Пользуясь удобным случаем, я хотел бы попросить Хаджи Мурат. 2 минуты мама на арбашке. Но меня освечивают, даже родился еще не. Это экспромт, это не заранее ничего заготовлено. Добрый вечер. Вот я бы сидел бы и слушал бы и слушал. Мы в прошлый раз, когда была презентация француза, то мы просидели около 3 часов, да? Здесь дети сидят, еще кто-то там присутствовал. Вот эти 3 часа пролетели в течение, вообще, мы потеряли чувство времени. Я был поражен, что мы в наше время сегодня, зал забитый, сидим и живем словом, живем стихом. Вот это для меня было потрясение. Мы забыли об этом. Мы ушли в другой мир, материальный. Мы это слово опошлили. Оно стало нарицательным торгом, еще чем-то. А я услышал слова светлые. Я услышал слова зовущие. Это меня потрясло. Почему? Потому что мы от этого отвыкли. И я не ожидал, что так будет. И мы живем по-другому. Сегодня Асланбек нас возвращает туда, куда надо, на путь истины. Вот слушайте его строчки, я постоянно ловлюсь на мысли, где он эти слова находит. Вот, когда читаешь эти книги, его стихотворения, вернее, и вот я думаю, вот убери, я как-то эксперимент сделал, убери слово, оно разваливается. Вот стакан разваливается. Любое другое слово не подходит. Ты где их находишь? Моя родственница Лариса была там, она мне как-то сказала, говорит, она была у нее учительница, и я говорю, она говорит, я говорит, когда читаю, теряюсь. Она филолог. И спрашиваю, Асланбек, вот почему ты находишь такие слова, а я их не могу найти? Он говорит, он мне так ответил, а тебе зачем, я же есть здесь. Читай, наслаждайся. И вот, наверное, и это и есть поэт, когда вот сидишь сегодня тоже, мы сидим, слушаем, и слова, которые мы произносим в обычное время, в обычный день своей жизни, они все-таки тяжеловесны. Они не зовут. А когда слушаешь эти стихи, эти слова светлые. Эти слова вот именно проникают в душу, проникают в сердце и до мозгов доходят. Все хорошее, что дойдет до мозгов, оно идет из сердца. Все остальное не из сердца идет. И вот Аслан делает это, он будет в наши сердца. Он, вот я опять возвращаюсь в тот день, 3 часа мы просидели, когда закончили, никто не хотел уходить. Так же было? Никто не хотел, все жили, все сердца, все мысли были на одной ноте. Вот за это тебе спасибо, Асланбек. Здесь сказано было, что Асланбек светлый человек, но по-другому нельзя. Когда читаешь его строчки, вот очень хорошо сказал Эдуард, очень хорошо вначале он говорил, когда открывал. И когда читаешь, ты видишь человека.
И там нету лжи. Когда пишешь такие строки, ты не можешь написать слово не того, потому что фальшь, она видна за километр. Мы же видим стихи фальшивые, да? Читаешь, вот человеку надо было что-то сказать, написать. И самое, что вот говорил Гриша, почему он любит поэзию, потому что это формат другой. Вот в эти 4 строчки, в эти 2 строчки можно заложить столько, сколько иной человек в целую книгу не вложит. Вот это самое главное. Я очень благодарен Богу, что я с ним познакомился, что я с ним сижу, разговариваю, делюсь мыслями, и что такие люди есть на свете. Когда мы говорим, что мы пропадаем, что мы не знаем, что дальше делать, я пришел в тот день и собрал ребят, знакомых, и сказал, вот я знаю, что надо делать. Вот я понял, что ничего не пропало. Да, какой-то сбой, какой-то спад, что-то мы потеряли, но мы видим дорогу. Вот то национальное, а каждый человек должен гордиться своей нацией. Если мы не будем гордиться нацией, национальным словом, мы будем аморфным обществом, мы будем просто пятном. А вот это и есть национальное, которое она будет вести нас, которое будет объединять с другими нациями, которое будет говорить о том, что мы люди, мы личности. А это самое главное. И вот это я вижу в словах, которые нам дарит наш брат Асланбек Ужнакбек. И еще у него есть одна интересная вещь. Асланбек объединяет людей. Очень сильно. И словом, и участием, своим отношением. Здесь все такие люди. И после того, как послушаешь эти слова, понимаешь, что жить по-другому нельзя. Жить надо в любви, жить надо творить добро, благо. Говорят, в чем смысл жизни? Смысл жизни нам Всевышний сказал в поклонении. А поклонение — это творить благо, творить добро. Человек верующий, он должен все время творить добро. Это смысл религии, это любовь. Если мы этого будем этому потихонечку учиться, там это написано, то мы будем тем обществом, в которое наши дети будут жить хорошо. Спасибо. Можно я добавлю к словам? Сейчас, подожди. Когда человек берет микрофон, трудно отобрать. По Эдуарду поняли, он с трудом ушел. Если бы надо было уйти. Вот здесь такие несколько строчек я написал Асланбеку, вчера мы с ним разговаривали, за то, что он объединяет, и национальный дух в нас возрождает. Это вода из Мекки, Зам-Зам. Асланбек, громко почитай, пожалуйста. Ты же хотел микрофон? Благодарность. Совет Дум Эрсалалани благодарит вас за вклад в возрождение духовного нравственного наследия наших отцов, за внимание и заботу к проблемам религии, за стремление творить добро на пути Всевышнего, за ваше участие в духовной жизни общества, целью которого является гражданское, национальное, межконфессиональное согласие. Добрый вечер еще раз. Не сочтите за наглость, вот опоздал, еще и слово попросил. Вот. А я просто, во-первых, этот магазин, я его очень люблю. Я постоянно здесь бываю. Вот здесь вот шкафчики есть, эти шкафчики я делал, похвастаюсь так, по ходу. И вот как уважаемый Хаджи Мурат сказал, у нас очень много в жизни занимает материальное. Я потому и опоздал. Вот меня хуже будет хида. Вы поняли? Да. А я почему хотел, вот меня вот я вот что сидел последние 15 минут, меня вот чувство глубочайшего сожаления не покидало все это время. Сожаление и зависти. Вот я вам всем завидовал то, что вы пришли на 1,5 часа раньше меня. Вот. А сожаление то, что я вот это все пропустил. Потому что, например, у меня сегодня настолько тяжелый день был, да, по работе, у всех, наверное. Ну вот я вот 15 минут посидел, машулов это.
Вот я честно говорю, я вот душевно вот так у меня, вот как гармошка, у меня душа раскрылась и пока закрываться не хочет. А что было бы, если бы я весь вечер просидел? Позднее надо проводить, Аслан, позднее. И, ну да, и хочу вот большую благодарность Асланбеку выразить. Вот он, очень правильно сказали, он именно находит тут каждое слово «алыддам хадыр», вот в точку у него идет, каждая буква, все в цель. И он как врач расслабляет, там, лечит, он и словом так же делает. Это ты кудесник. И я же говорю, я хочу просто, чтобы у людей было поменьше сожалений, как у меня получилось сегодня. Вот я очень жалею и очень, что не это. Да. Будешь ли, Аслан? Раньше надо приходить. Я благодарен всем, кто находится в этом зале. Ишкаева, как Иштафар, что вам еще вопрос какой-то, может, кого-то если. Я не мастер отвечать на вопросы, но что-нибудь придумать я всегда в состоянии. Никто ничего не хочет спросить? Тогда я выражаю вам огромную благодарность. Два слова скажу. Я забыл сказать. Когда звучали стихи по-астински, я очень жалел, что вы не понимаете, что там сказано. Очень жалел. И надо, чтобы кто-то переводил их. И надо начинать даже сегодня. Надо переводить. Я вот сейчас поэтому и стал. Я когда сел, думал, вот если бы они сейчас понимали, о чем звучит и как звучит, это было бы бесподобно. У него многие стихи есть с переводом. С переводом есть стихи. Надо все переводить. Давайте, занимайтесь. Я хочу выразить благодарность за то, что вы соизволили приехать. Хоть половину не поняли, ну, я думаю, эмоциями все выражено было, да? Я хочу поблагодарить каждого человека здесь находящегося, Медхарта, Ушаламбира, Махиоттана, Малажина, Штурбужнигун. Что я могу сказать, если... А что я могу сказать? Могу предложить минералку. Я надеюсь, в ближайшем будущем мы хотим наши младшие институты, школы, вот надо как-то показать им, что мы тоже рядом с ними, и не обязательно вот стихотворением, как-то надо что-то делать общее, собирать детей, собираться самим, наверное. Стихи не самое главное, это стихи, это искусство, есть искусство жизни. И нам надо как-то умудриться сделать так, чтобы и поколение, идущее за нами, жили хотя бы так, как жили мы, какое детство было у нас. Единственное счастливое поколение за тысячелетия, у которых было счастливое детство, это мы. Больше потом. До того были военные года, предвоенные, послевоенные, разрухи, голодухи. Только у нас было счастливое детство. Я хочу, чтобы наши дети хотя бы его увидели. И мы это можем сделать, но мы правда можем это сделать. И не так, что вот пришли 5 человек, сели там что-то обсуждаем. Не так, конечно, нет. Можно каждый день, ты можешь, Ричард, говорить, с Гришей можешь говорить, мы можем с Ренатом говорить. То есть каждый день об этом должен происходить разговор. То, что происходит в Татарстане, допустим, каждый день там говорят, что мы такие, и каждый день вот это вот вдалбливает, потихонечку это входит в подсознание, и ребенок уже растет с менталитетом абсолютно другим, нежели вот сейчас растут наши дети, да? То есть нужно говорить детям правду, нужно говорить, не травить, говорить правду. Вот это хорошо, вот это тоже хорошо, это твой сосед, это твой друг, это наши. То есть надо все потихоньку, чтобы в детей это входило, чтобы мы жили, благодарю еще раз за дань, чтобы мы жили, как мы живем, да, чтобы такая дружба была, чтобы были родственные связи, чтобы мы не гнушались другими людьми, чтобы вот что нужно сделать. И сегодня не такой день, чтобы говорить об этом. Сегодня был вечер поэзии. Я вам очень благодарен, но каждый из вас, приходя в дом, возвращаясь домой, пусть обнимет своего ребенка и скажет: я сегодня по тебе скучал. Или скучал, тосковал. А ты знаешь, я встретила сегодня нашего соседа, мальчика Егора,
который спрашивал, а как там Маша? Да, ну как-то вот, то есть мы должны это делать каждый день. Начинается все с дома, ты был прав, Хаджи Мурат, начинается все с дома. Все очень просто, на самом деле. Ничего не потеряно абсолютно. Я вам очень благодарен. Следующий вечер я буду приглашать, мы будем приглашать в Фейсбуке, с кем-то мы не знакомы. Вас Арамбом мировой потом, да что можно, я березу, все это хожу, ножом на микрофон в руки, отберите его в конце концов. Да. Володя Хатагов. Я тоже немножко балуюсь стихами, но был искренне тронут той глубине, той эмоциональности, которой наполнено было каждое слово. Кстати, я тоже коллега, доктор. Что мне понравилось? Вот вы сказали, Хаджи Мурат, о астинском языке. Я как-то периодически пишу и статьи, и есть удивительная фраза. В одной из статей я достаточно удачно озаглавил. Она называется «Макона цабалтухшис», «Макона аздабира варзу». Если каждая из женщин своему ребеночку будет говорить «Макона аждат тенгбира варжин», аждат тенгбира варжин, если 100 раз скажет в своей жизни, то этот ребенок никогда не потеряет свой родной язык. Это уверенно. Это как тот колючка саксаула, которая на 15-20 метров находит исток воды. К языку нужно возвращаться, потому что у нашего языка есть очень удивительные вибрации. Кто занимается языком, он знает, что он имеет особую энергетику. Вот. К примеру, вот варжон – это делись знаниями. Амонд – это амонде, будь в воле Бога. Амонду, будь в воле Бога. Очень много находок можно найти здесь периодически. Георгий есть парень, который очень удачно рассказывает о астинском языке, поэтому нужно любить и свой язык. Огромнейшее спасибо. Вы здесь еще раз зажгли тот костер, тот удивительный очаг любви, небесной любви, чистой любви. И дай Господь, чтобы он всегда горел в вашей душе. И эта энергетика обычно имеет свойство увеличиваться. Чем больше публика, тем сильнее становится вот поступающий оратор. И дай Господь, чтобы эта энергетика в вас росла, и вы как можно больше людей согревали этим. Человек входит, и вокруг него обычно создается мощная аура. Ваша аура теплоты, энергии, доброты, она многих согревает. И то, что вы излечили женщину, вот могли и так руками провести, излечить, как чума. Поэтому у вас эта энергетика есть. Большое спасибо. Уяду, жена, радиослушателька. Сама же что? İşte canım bakalım. Onu katsagan hafta abonu tıngraş abonu din. Rayşomu bunu raşuhtara ersa dört patıldır. Важна рада ми удавал фари удар за кем на фешафа дар до кем ничего ализабал со чиж хазару до хазару за бахет хацакену ахамам до нет патада ал иром ал важик дернем нажахал и амчирай герди улдайнал касдинал хашпи нажахал чидарик териш дом амонда байзагут фарнам байкашет пожалуйста. Требую написать. Требуешь написать?